Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с Татьяной Петровной рады приветствовать вас на семинаре «Критериальное формирующее оценивание в деятельности педагога», на котором мы попытаемся представить вам опыт не только, понятное дело, что небольшая теоретическая часть будет, опыт не только Республики Коми, но еще и опыт всей Российской Федерации, то есть разных регионов Российской Федерации. Надеемся, что наш семинар будет вам полезен, и вы перестанете, как многие педагоги говорят, мы не понимаем, что это, мы боимся в прямом смысле, и мы надеемся, что после нашего семинара вы перестанете бояться критериального оценивания. Как сказала одна наша коллега, стоит один раз детям объяснить, 1, 2, 3 раза, и потом это входит в систему, и потом уже сама система помогает нам работать. Итак, что же такое критериальное оценивание? Опять-таки же ссылочки все представлены. Полное видео вы можете посмотреть по ссылочке. Мы же выбрали для вас только основные моменты для того, чтобы сформировать у вас представление или напомнить вам к тем... Чуть четко выработанных критериев оценивания и учитель, и учащийся будут понимать, на какой стадии обучения находится ученик, куда он стремится в своем обучении, что необходимо сделать, чтобы помочь ему достичь ожидаемых результатов обучения. Целью критериального оценивания является получение объективной информации о результатах обучения всех учеников. Эта информация предоставляется всем заинтересованным участникам образовательного процесса, а именно учащимся, их родителям и учителям для дальнейшего совершенствования обучения. Система критериального оценивания выполняет следующие задачи. Расширяет возможности и функции оценивания в учебном процессе. Создает условия для постоянного самосовершенствования обучающихся посредством установления регулярной обратной связи. Содействует формированию единых стандартов, качественных механизмов и инструментов оценивания. Предоставляет объективную, непрерывную и достоверную информацию. Учащимся о качестве их обучения, учителям о прогрессе учеников, родителям о степени достижения результатов обучения, органам управления о качестве предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, система критериального оценивания определяет основы для внесения изменений в действующую систему оценивания учеников общеобразовательных школ. Многие системы оценивания без внесения изменений и обновления становятся неактуальными, потому что когда-то систему внедрили, прописали инструкции к этой системе оценивания, и это осталось в том же виде, без изменений. Разработчики системы оценивания и учителя должны принимать тот факт, что система оценивания будет другой через 5 лет. Если это не так, то это неправильно, потому что мир, в котором ученик растет, меняется, и система должна соответствовать этим изменениям. Подготовка к жизни в будущем означает подготовку сегодня, и она отличается от подготовки в 1980-м. Ваша система должна развиваться. Если вы будете делать это своевременно, тогда будет легче принимать последующие изменения. Например, перемены в системе Deutsch 1 происходят с трудом, потому что изменения не вносились давно, и отсюда много возмущений со стороны населения. Постоянно приходится объяснять людям, зачем вносятся изменения. Мой совет – вносите изменения и продолжайте развитие в системе оценивания. Система критериального оценивания включает два вида оценивания – формативное оценивание и суммативное оценивание. Формативное оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения. Формативное оценивание может проводиться не только учителем, но и самими учащимися при самооценивании и взаимооценивании. Формативное оценивание обеспечивает непрерывную обратную связь между учеником и учителем без выставления баллов и оценок. При формативном оценивании обучающийся имеет право на ошибку и ее исправление. Это позволяет определить возможности ученика и своевременно корректировать процесс обучения. Суммативное оценивание проводится для предоставления информации о прогрессе обучающихся по завершении разделов, в конце четверти и при завершении уровня среднего образования. Предлагаемая система критериального оценивания обеспечена комплексом нормативных и методических документов. Коллеги, вот таким образом, небольшим видеофрагментом мы погрузили вас в теоретическую часть. Фактически все мы работаем в этой системе оценивания, так или иначе. Поэтому
мы попытаемся сейчас вам в дистанционной форме с подключением коллег, включением видеозаписей, показать, каким образом происходит на практике вот это как раз критериальное оценивание. Мы попытались подобрать различные примеры, и наши коллеги из других регионов, и в завершение к нам мы продемонстрируем вам видеозапись выступления нашей коллеги из 36-й школы, так немножечко анонсирую. Соответственно, первое, мы попробуем посмотреть, каким образом реализуется критериальное оценивание на уровне начальной школы. Небольшой фрагмент видеоурока, который как раз посвящен именно оцениванию. Ребята, у нас начинается урок литературного чтения с проверки домашнего задания. Какое домашнее задание вы дома готовили? Нужно было выучить одно из 3 стихотворений. На какую тему? На тему поэтический родник. Поэтический родник. Что такое хорошо и что такое плохо. Итак, ребят, перед тем, как читать стихотворение наизусть, давайте вспомним с вами, какие критерии мы для этого будем использовать, чтобы ответить на отлично. Пожалуйста, кто вспомнит? Данеля, пожалуйста. Мимика, правильность. Хорошо, добавляем. Артистизм. Хорошо, еще. Знать текст. Текст знать хорошо, еще. Не запинаться. Знать автора и название. Название хорошо, Оля. Выразительность. Выразительность, еще. Темп и громкость. Громкость и темп речи. Хорошо. Сейчас я вам предлагаю поработать в парах. Повернулись, пожалуйста, в пары. И читаем друг другу стихотворение. Но читаем так, чтобы вы выбрали своего партнера для чтения перед всем классом. Пожалуйста, начинаем. Итак, кто готов, покажите свою готовность. Итак, ребята, сейчас вы прочли стихотворение друг другу, оценили ответы. Скажите, пожалуйста, может быть, кто-то предложит своего партнера для того, чтобы он прочел свои стихотворения, которые он подготовил перед всем классом? Пожалуйста, есть желающие? Я хочу, чтобы рассказала Настя, потому что она это все говорит с выражением, жестами. Я хочу, чтобы Даша вышла, потому что она принесла оборудование и хорошо рассказывает. Хочу, чтобы рассказал стих Саша, потому что он рассказывает выразительно, с артистизмом и правильно. Итак, мы с вами проанализировали, каким образом, посмотрели, каким образом наши коллеги на территории России решают эту проблему в начальной школе. Сейчас же мы с вами посмотрим, каким образом это критериальное оценивание осуществляется на уровне основной школы. И в этом случае мы посмотрим фрагменты урока истории в 5 классе, где уже конкретно проходит критериальное оценивание, где дети проводят его, вот вы видите все выходные данные. Повторю, что авторские права соблюдены, ссылочка указана, автор урока указан. И, соответственно, в данном случае, опять-таки же, я позволила себе сделать нарезку видео. Тот момент, 5 класс, то есть коллега только с ними познакомилась, но это конец уже года, то есть она почти год с ними отработала, где-то там март-апрель, судя по тематике. И, соответственно, посмотрим, каким образом она реализует это у себя на уроке. Но перед тем, как у нас пойдут ребята за дверочку готовы. Итак, небольшое вступление. Фактически задание сейчас, учебная задача стоит перед детьми.
двое обучающихся из класса по желанию выбираются для того, чтобы составить исторический рассказ по заданным определенным критериям, по определенной теме. И рассказ должен включать в себя вот эти вот 7 основных моментов, которые есть на слайде. Обучающиеся уходят в другое помещение, 2 обучающихся. В это время, когда обучающиеся готовят доклад, весь остальной класс работает по карточкам, то есть у них организована работа в группах. И перед тем, как отправить обучающихся готовить доклад, сообщение, вот этот рассказ, педагог напоминает, какие же основные критерии выбраны для оценивания выступления 2 ребят. Но перед тем, как у нас пойдут ребята за 2 ручку готовиться, давайте вспоминать и разбираться, как мы будем оценивать. Да? Итак, давайте. Первый пункт. Все понятно, да? По первому пункту все понятно. Я так тоже... Или есть вопросы, ребят? Давайте, если есть вопросы, сейчас обсудим. Илюша. Больше 2 человек. Нет, я думаю, больше 2 человек уже будет немножечко неработоспособно, я так думаю. А вот в критерий входит, что каждый должен пополам, то есть разбить текст прям, чтобы у кого-то было не больше, не меньше. Для выступления. Ну, давайте договариваться. Мы до этого с вами договаривались, что примерно напополам. Оставляем это или будем менять этот критерий? Все-таки, чтобы примерно одинаково, да? Да, Кира? Но ученики же могут и поочередно читать. Конечно. И кому-то может предложение это Я думаю, да. меньше, а кому-то... А мне кажется, у нас так и делали до этого, да? Давайте так и оставим. Хорошо. Дальше, смотрите. Все опорные слова и словосочетания использованы правильно, в верном историческом значении. Касается вот тем, как бы, да? Ну-ка, Сонь. Вы сейчас дали как бы темы, допустим, разлива рис, там, ядовитый, змей. То есть это не исторические термины. Нам этот критерий подойдет? Давайте подумаем. Нет. Давайте подумаем, ребят, сейчас. Или мы как-то наполнение, смысл его изменим, Настя? Я думаю, что его можно оставить, потому что там же все-таки есть исторические значения. То есть правильный смысл, да, этих слов, Вероника? Опять же таки, может быть, 2 этих человека могут вставить исторические... О, умница, Вероника, смотрите, ребята, давайте еще разочек на этот критерий посмотрим. Те, кто будут составлять рассказ, они могут выходить за рамки тех слов и выражений, которые там есть? Да. Могут, Руслан. Конечно. А как тогда составить полный рассказ? Молодец, Вероника. А может быть, там как раз и исторические термины тогда войдут. Но, смотрите, ребят, еще один... Да, Дима. Мне кажется, тоже я согласен с Вероникой, но по другому поводу, потому что по природным условиям нужно, как жили люди, как развивались города, какая была столица, как скотоводство было, как земледелие. То есть, Дим, смотри, но только не забывай, у нас тема природа, да? У нас нет занятий людей. Да, Дим? Да. Помнишь это? Смотрите, ребят, допустим, выражение «священные животные». У нас там была фраза такая, да? Священные животные. Нужно правильно, в правильном смысле употребить. Да. Мы вот к этому критерию отнесем тогда это, Миш? Ко второму. Подойдет это? Ребят, как сейчас договоримся, так и будет. Оставляем или убираем второй критерий? Оставляем. Хорошо. Рассказ стройный и логичный. Давайте вспомним, о чем мы договаривались. Есть вступление, хотя бы 1 фраза, есть окончание, хотя бы 1 фраза, и последовательность, логичность изложения. Берем этот критерий сегодня? Хорошо. Правильность, чистота речи. Ну, мы договаривались, что мы всегда это берем, правда? Замечательно. Ну и последнее, 5, содержательность. Полное глубокое освещение темы. То есть, вот смотрите, а как мы с вами поймем, полное содержание у рассказа или не полное? Читать надо, и мы понимаем, мы помним, кто читал, мы помним, что в учебнике по этому поводу сказано, да? А еще вот по 5-му вот содержательность, полное, глубокое освещение темы. То есть нужно прям все рассказать, что мы знаем в учебнике. Или же... Вот замечательный вопрос задает Вероника. Нам надо полностью все рассказать, вот прямо дословно. Или дать такую характеристику природы Индии, чтобы у нас составилась единая, полная картина. И, может быть, какие-то моменты небольшие будут упущены. Как вам кажется?
Все-таки, Настя. Мне кажется, это что нужно, только как самое главное выйдет. Самое важное, и чтобы мы получили полное представление, что природа Индии, как мы с вами сказали, действительно уникальная, действительно экзотическая, действительно богатая, правда? Вот тогда мы скажем, содержательность нам подходит. Она действительно, вот этот критерий соблюли мы. Так, есть еще какие-то вопросы? Давайте на понимание. Оценку, отметку мы с вами затем, как и в прошлый раз, переведем. Но тот, кто захочет, кому понравится его отметочка, тому мы отметку поставим. Тот, кто сочтет, что ему еще дорабатывать надо, да, на хорошую отметку, тому отметку ставить не будем. Договорились? Потому что здесь мы с вами еще учимся делать такой полный хороший рассказ. Коллеги, фактически мы понимаем, что на слайде были представлены требования к устному ответу ребенка. Да я вообще не поняла, честно говоря, к чему это были требования. Потому что рассказ – это рассказ. Если пересказ параграфа, это пересказ параграфа. То есть здесь, скажем так, сами критерии по себе звучат не вполне точно. Да, очень обтекаемо. Я очень сначала обтекаемо. подумала, что они будут создавать что-то, творческая работа. Мгм. А потом поняла, что они будут просто пересказывать параграф. И они просто не должны упустить. Но пересказ – это совсем другой вид деятельности. И поэтому начало, конец, как они сказали. Логичность, да, там, по-моему, Да, то есть последовательность. здесь речь сейчас шла о микротемах, о том, чтобы не пропустить. Прости, ничего не сказано, должен ли ребенок сохранять стиль изложения учебника. То есть здесь очень много неточностей, поэтому я больше комментировать не буду, я умолкаю. Но, тем не менее, я так понимаю, что они еще отрабатывают вот эту систему Да. критериальности. Да. И я опять-таки же понимаю, что, скорее всего, они будут ее наращивать и Скорее уточнять. всего. Да? Скорее всего, да. Потому И что потом она не филолог, я так полагаю. это историк. Ну да. Историки. Татьяна Раньше Петровна. был историко-филологический факультет, и мы были почти родственниками в этом смысле. Это было здорово. Да. Потому что и вы, и мы формируем как раз и речевые навыки у обучающихся, поэтому да, У нас логично. гуманитарная сфера, у нас одинаковая с вами сфера. Мы имеем дело с гуманитарными дисциплинами. Согласна. Но, тем не менее, вот эти вот стандартные для урока истории требования к пересказу, правильно, не к рассказу, к пересказу параграфа учебника. Единственное, что я хочу сказать, наверное, мы помним, что урок длится 40 минут, а когда мы критерии, вообще в целом вот видеоролик, посвященный критериальному оцениванию, занимает в данном случае 19 минут. И, соответственно, мы понимаем, что на урок-то остается 20 минут, а что за эти 20 минут мы сделаем? Причем... 20 минут они будут слушать двух. Нет, двух ребят они слушают 5 минут. 5 минут. Да. А обсуждать будет оставшееся время. А обсуждать, да. Поэтому тут немножечко у меня такое ощущение, что вот за этим, пока отрабатывают навыки критериального оценивания, да, мы теряем. И когда будет это отработано, это будет делаться быстро. Ну, как вот сейчас вот в начальной школе, да, если педагог работает с ними 3-й год, почему я и остановилась? Судя по теме, как предметник, скажу, что это март-апрель, повторю, да, и, соответственно, она работает с ними, 6 месяцев, где-то. Но, тем не менее, особенности детей, и дети видно, что активны, то есть они, скорее всего, знакомы с этой и идут навстречу педагогу, что тоже хорошо влияет. И смотрите, какие интересные вопросы дети задают. Полностью, не полностью, слово в слово, не слово в слово, да, параграф, или мы вычленяем основные Но дело в том, что они обсуждают пока только критерии, но критериальное оценивание, то есть именно вот градация, да, вот это вот потом, вот эта полнота, неполнота, упущение микротем, вот это, видимо, история для последующих классов, последующих учебных лет. Вот пока сейчас просто критерий, да, а оценка пока им еще недоступна. И в итоге я вот пропустила момент, когда там дети рассказывают, потому что, ну, собственно, чтобы не затягивать время. Ну, посмотрите, по итогу каждый раз, чтобы не чертить табличку, педагог предлагает вот такой вариант, 5 критериев. Иногда, я так понимаю, что их там до 6-7, ну, поэтому табличка разрисована. И баллы стоят от 1 до 10. И, соответственно, она это объяснит, что сейчас, говорит, я поставлю магнитики, и вот те баллы, которые будут ставить дети, вычленит в дальнейшем, она будет ставить магнитики, поднимать на каждое, сейчас мы про это, а в дальнейшем произойдет то, что произойдет. Итак, дети уже
после видео, чтобы не анонсировать. Дети выступили, и сейчас начинается как раз процесс оценки. У нас 5 критериев, да? У нас 5. Ну, давайте к ним вернемся. Мне кажется, есть о чем поговорить. И это хорошо, что нам сегодня есть что пообсуждать. Мальчишки, сейчас внимательно слушаем, да? И я вам, знаете, что еще советую? Вы в тетрадочку сейчас пока перенесите вот те наши шкалы. И потом, какие у нас получатся баллы по каждому критерию, вы себе запишите в тетрадочку где-нибудь на полях, видишь, для будущего. Вам еще придется выходить. Итак, пошли по критериям, по первому, Настенька. Я думаю, то, что четвертое, я насчет четвертого. Не, Настюш, давай по порядку. Давай сразу по порядку. Представляют рассказ оба ученика. Да, они представляли оба, и у них примерно одинаковые. Да, Настя. Я второе. Давайте по очереди. Вот сейчас здесь нам же надо понять, это Настина мнение или это наше общее мнение. Итак, представляют рассказ оба ученика. Дим. Да, они представляли оба, и мне кажется, что даже на 10 баллов вот это первое. То есть тебе кажется, да. нужно максимально здесь, да, оценить? Мне наоборот кажется, что мальчики хоть и представляли вместе, но я говорил немного больше, чем Чуть-чуть больше. Ты бы понизила? где-то На 9 бы опустила могли. Так. Какие еще тогда высказывания, какие еще мысли есть по этому поводу? Хорошо. Мы с Димой согласимся или с Кирой согласимся? Больше с Кирой, да? То есть все-таки почувствовали, да, что чуть-чуть у Илюши было больше. Ну хорошо. Тогда пока поднимаем сюда. Второе. Все опорные слова, словосочетания использованы правильно. Настя. Я не услышала, может быть, это я просто не услышала «Царь леса». Царь леса. Кто-то услышал царь леса? Нет. Никто не услышал. Остальные выражения. Дим. Я не могу уточнить. Где в учебнике написано, что священными животными в Индии были козы? Да, это написано. Ну, потому что они тоже дают молоко. Нет. Не, Илюша, это не очень логично. Если дают молоко, значит сразу священные животные. Я не очень понимаю, в чем логика. Так все-таки, тогда, если у нас возникает вопрос, ребят, у вас учебник, пожалуйста, под руками, посмотрите, относились ли козы к священным животным? Это корова. Корова, да. Руслан. Но тут же написано, что это корова, потому что дает молоко. Вот эта коза тоже дает молоко. Нет, Илюш, ну и что? Ну и что? Мы еще многих животных можем назвать млекопитающих, которые тоже могут давать молоко. Мы можем найти и других животных. Но не факт. Не факт. Поэтому Димина замечание принимается. Это правильно. Это правильно. Руслан, еще. Мы сейчас пока на втором критерии, ребятки, еще. Про слонов. А что там про слонов? Сказали. Они Говорю. упомянули. Итак, царь леса не прозвучало, мы с вами сказали, да? По священным животным немножечко исказили информацию, отнесли к священным животным то, что не являлось. Хорошо, тогда ваше предложение по шкале 8, 10. 8. 8, слышу, но больше слышу 8. Давайте пока попробуем сюда. Пока попробуем так. Хорошо. Стройный, логичный рассказ, вступление, окончание, последовательность. Да. Вероника? Я, конечно, я слышала вступление, то есть мы вам сегодня расскажем, а вот про окончание я сказала. Да. И я-то еще тоже паузу держу, думаю, мальчишки, ну фраза-то последняя где? А она не прозвучала, оборвали. Хотя вот с точки зрения логичности, мне кажется, все было неплохо. Да? Повествование достаточно логично было. Итак, тогда здесь как поступим? На 1 балл от максимума, да? Хорошо. Дальше идем. Правильность, чистота речи. Дим. В принципе, да. Да, 10. Максимально ты бы. Да, Настя. Я бы поставила пониже, потому что мальчики в каждом предложении несколько раз говорили слово «Индия». В Индии, в Индии, в Индии, в Индии. Смотрите, ребят, когда мы говорим о том, что и правильность, и чистота речи, нам с вами, вот если мы когда обращаем на это внимание, да, нам уже хочется, чтобы действительно речь еще и красивая была. Чтобы тавтологии не было, то есть повторений, да, Настя уже это
сегодня обратила внимание. Раньше мы с вами говорили, надо убрать Б, А, да? Слова-паразиты какие-то. А теперь мы уже хотим с вами красивого выступления. Так, ну что тогда будем делать с 4-м критерием? 9. 9. Согласился? Да. 9. Кто? Нет, пожалуйста, давайте тогда аргументируем. Илюша сам. Илюш, ты смотри. Ну, во-первых, ты можешь оставаться, конечно же, при своем мнении. С другой стороны, Илья, очень важно иногда посмотреть на себя со стороны. Мы же сейчас это делаем. Мне кажется, это здорово для будущего нашего с вами совершенствования. Последняя осталась, ребят. Последняя. Не очень. Настюш, не очень, не ответ, тогда надо объяснить. Чего-то нам не хватило в полноте содержания, Вера, чего нам не хватило или всего хватило? Дальше, то есть, коллеги, получается, вот само обсуждение выступления ребят длится 8 минут. Понятно, что пока, ну, наверное, на этапе отработки это допустимо, но в данном случае очень интересно построено. Я так понимаю из контекста урока, что ребята готовили рассказ по уже знакомой теме, потому что, видите, там все ли отразили, не все отразили, и поэтому там где-то, где ошибки, поиск исторических ошибок, в том числе в тексте, в рассказах у ребят. Поэтому мы так понимаем, что здесь решается несколько сразу задач. И контроль знаний обучающихся в классе, и качество выступления ребят. И напомню, особенно коллеги-предметники меня поймут, что перед историками, особенно в 6 классе, стоит задача, мы уже начинаем писать мини-исторические сочинения, где как раз вот эта логика построения, использование исторических терминов, грамотное использование исторических терминов, оно тоже должно присутствовать, поэтому, но опять-таки же, в этой связи у меня возникает вопрос. В 5 классе на одном уроке мы должны отрабатывать около 12 дидактических единиц. И если мы 20 минут будем оставлять это изучение новой темы, урок изучения новой темы, на критериальное оценивание, то когда же мы будем Вы же сами сказали, изучать? Это обучающий пока элемент. Человек только находится на пути к тому, чтобы вот эта оценочная деятельность учащегося развивалась. Вот. Потом к конкретному историческому сочинению, я думаю, вот это пока имеет мало отношения, потому что это пересказ, это не сочинение. Ну что ж, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжим нашу тему «Критериальное формирующее оценивание». Итак, мы вошли в тему, посмотрев эти вырезки из файлов YouTube. Те, кто работает в основной школе или старшей школе или в начальной школе, возможно, даже имеют уже опыт работы с таким оцениванием. А я поговорю вот только о том, что должны мы все знать. Итак, во-первых, давайте мы с нами вернемся к федеральным государственным образовательным стандартам. И, как я уже сказала, 9 лет они у нас вводятся. И давайте посмотрим, что написано у нас в них. Итак, пункт 6. На уровне начального общеобразования написано, что стандарт направлен на обеспечение формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися программ. Итак, начальная школа, она должна уже заложить основы критериальной оценки результатов. Основная школа должна, стандарт направлен на обеспечение формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов. Скажем, вот тот предыдущий файл «История 5 класс», вот это, скорее всего, относится к уровню начальной школы. И на уровне среднего общего образования мы с вами будем заниматься обеспечением формирования основ оценки результатов, видимо, очень различными способами. Таким образом, в любом случае, через все 3 уровня общего образования проходит одна и та же мысль. Наше оценивание должно быть основано на критериях, на критериальном подходе. Итак, поскольку я филолог, уже извините, я буду говорить только о том, что знаю, то есть на примере предметной области русский язык и литература. Во-первых, у нас уже давно вошло с вами в нашу жизнь ежедневную это критериальное оценивание. Вот на данный момент посмотрите, что у нас есть. У нас есть такие внешние оценочные процедуры, как устное итоговое собеседование.
итоговое сочинение в 11 классе, основной государственный экзамен, единый государственный экзамен, всероссийские проверочные работы, национальное исследование качества образования, и в 2020 году, в нашем вот этом текущем году, нам грозят международные исследования по модели ПИСА. Что нам это дало? Федеральные измерители нам дали критериальный подход готовый. Посмотрите, у нас теперь есть, не надо разрабатывать, критерии оценивания монологического высказывания, критерии оценивания диалога, критерии оценивания подробного пересказа с включением цитаты, без включения цитаты, критерии оценки итогового сочинения и критерии оценивания сочинения на основе анализа исходного текста. Тут подходит и ЕГЭ, и ОГЭ. То есть у нас с вами уже очень много есть готового рабочего материала для того, чтобы этот критериальный подход включить в ежедневную нашу с вами учительскую деятельность. Посмотрите, какие задачи перед нами стоят, как перед любым педагогом. Итак, во-первых, уметь осуществлять объективную проверку всех видов работ. У нас есть уже очень хороший сложившийся опыт. У нас есть учителя, целая команда учителей в Республике Коми, которые ежегодно участвуют в деятельности предметных комиссий как городского, так и республиканского уровня по проверке внешних работ. Они проходят обучение и они сдают экзамены в режиме онлайн. Дальше у нас есть команда учителей, которые участвуют в деятельности школьных комиссий по проверке всероссийских проверочных работ, устного итогового собеседования и итогового собеседования, а также пробных диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. При этом, понятное дело, что обучение какое-то они проходят на уровне города, на семинарах в основном, да, но без сдачи экзамена. Таким образом, наша задача, повторяю, осуществлять объективную проверку всех этих перечисленных видов работ. Но проблема наша в том, на данный момент, это необъективность проверки в силу разных причин. Мы знаем, что у нас ежегодно проверяются всероссийские проверочные работы. Мы знаем, что на уровне федеральном они видят все наши результаты по всем регионам, по каждой республике, по каждой школе, по каждому учителю, по каждому ученику. И поэтому издаются приказы, где перечисляются те образовательные учреждения, скажем, нашего региона, да, в которых предполагается необъективное оценивание внешних оценочных процедур. Ну, понятное дело, что те школы, в которые попадают в подобный приказ, в подобное перечисление, они ставятся на карандашик нашего управления надзора и контроля, которое при выезде в данные школы, затем вот этот материал они отрабатывают, узнают, как это там проверка проходит, что за школьная комиссия участвовала, почему результаты были проверены необъективно. Но причины здесь могут быть разные. Ну, во-первых, отсутствие опыта. У нас очень много все-таки молодых учителей в школу пришло работать. Дальше. Отсутствие навыка работать с критериями. То есть критерии, скажу так, ну это в 9 классе, ну это в 11 классе, а зачем мне в 5 классе думать о критериях? Просто невнимательность, человеческий фактор. Ну и, конечно же, особенно с ВПР, это сжатые сроки проверки. Мы с вами это обсуждали на одном из вебинаров о том, как плотно строится график ВПР за апрель месяц по разным предметам. И даются очень краткие сроки и, конечно, огромный объем работ. Если, предположим, это такой предметник, как историк, географ, то есть у них мало часов на класс, и, соответственно, при нагрузке, там, я не знаю, в 1,5 учительской нагрузки, у них получается очень много классов в комплектах, и проверять нужно все и быстро. Далее, наша задача с вами – это использовать критериальное оценивание, которое внешне нам дается, да, при осуществлении внутренних оценочных процедур. Ну, во-первых, это в промежуточной аттестации. Далее, это при оценочных процедурах в соответствии с теми заложенными в вашей рабочей программе, да, тематические зачеты, контрольная работа, там, уроки развития речи, которые носят контрольный характер, да, и то, что заложено в вашем школьном плане внутренней системы оценки качества образования.
Далее, значит, вот это первая задача, которая перед нами стоит. Второе – это использовать критериальное оценивание при осуществлении внутренних оценочных процедур по оценке метапредметных результатов и по оценке сформированности универсальных учебных действий. Далее, обучение учащихся самооценке и взаимооценке, вот то, что мы смотрели с вами на предыдущих видео, и использование критериального подхода при формирующем оценивании, то есть активной оценке, на уроках каждый день. Но проблема у нас опять же следующая. В большинстве случаев все-таки оценка предметных результатов у нас идет на основе старых подходов оценивания. Отсюда учащиеся дезориентированы. Вот то, как их оценивает учитель на уроке, то есть без критериального подхода, затем он в более старших классах пишет работы, значит, скажем, к устному итоговому собеседованию готовится, к ОГЭ, и вдруг он встречается с тем, что совершенно иной подход в оценивании его, значит, достижений. И поэтому ему непонятно, почему раньше было одно оценивание, а теперь другое. Дальше. В рабочих программах учебных предметов отсутствуют сведения о системе оценки по предметам. Вы знаете, что у нас по приказу 2015 года 3 пункта в рабочих программах наших учебных предметов и курсов. То есть перечисление планируемых результатов, содержание и темплан. Соответственно, ни родитель, ни ученик не знают, а на каком, собственно, основании идет оценивание работ ребенка. У нас не изложено это в рабочих программах, у нас это не изложено в основных образовательных программах, ни в приложениях, ни в основном тексте программы, то есть нигде. Я, конечно, не буду утверждать, что это в каждой школе, но, тем не менее, общаясь с учителями на курсах, я вижу, как они реагируют на то, о чем я говорю, и понимаю, что они, в общем-то, даже об этом не думали. То есть оцениванию есть в их головах представление о том, как стоит, вернее, нужно оценивать такие-то виды работ, да? Но дети, не родители, об этом не знают. И нет места, где это оценивание было бы изложено. Далее. Критерии, данные в всероссийских проверочных работах, в итоговом сочинении, для развернутых ответов в ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам, не только по русской, но и по литературе, они, вот о чем я сказала, они не входят, получается, в ежедневную контрольную оценочную деятельность педагога. Далее. Критериальный подход не используется или очень мало используется в оценке устных зачетов по предмету. То есть оценка монолога, оценка диалога, оценка пересказа, оценка чтения текста, который у нас уже есть, благодаря устным итогам собеседованию, на уроках не используется. Далее. Критерии не используются для планирования промежуточных этапов для достижения определенной цели. Я покажу сейчас, да? И вот это вот, раз этого критериального подхода нет в деятельности учителя, это означает, что формирующее оценивание в целом в данной школе не используется тоже. Итак, как можно использовать критерии в планировании? Давайте сначала подумаем об этом. Ну, во-первых, само слово критерий, да, то есть вот есть термин критерий, а что заложено, какое понятие заложено в этот термин, да? Они должны понимать, что это такое критерий, что такое критериальный подход, что такое критериальное оценивание. То есть термины должны понимать адекватно их содержанию. С них начинается обучающая работа, то есть чтобы ребенок не просто так использовал эти слова, не понимая их сути, их смысла, их значения. Далее, все работы оценивания по критериям должны обязательно иметь шкалу перевода баллов, школьную отметку, и шкалы перевода по всем, да, вот это шкалирование, по всем видам работ, по всем формам контроля должны быть детям точно так же известны. Возьмем, к примеру, обучение написанию развернутого ответа. Да? То есть задача перед педагогом научить писать развернутый ответ, неважно по какому предмету. Есть критерии. Критерии должны быть, значит, разложены в таком порядке, в каком педагогу кажется, что как раз будет логичное обучение данному виду работы. То есть последовательность промежуточных этапов – это последовательность обучению соответствию какого-либо критерия.
Затем сам же критерий служит и основанием для оценки, достигли результата учащиеся или не достигли. И, конечно, промежуточные этапы эти вот, так, они должны отражаться в календарно-тематическом направлении. Если же смотреть календарно-тематическое планирование, которое в доступе на сайтах, скажем, школ, то мы видим, что там вот эта подготовка к, например, тому же, к обучению монологу, к обучению диалогу, к обучению ответу, развернутому на вопрос. В КТП вы просто не найдете следов обучающих элементам подобным видам работы. То есть такое ощущение, что их просто нет. То есть мы видим только название темы, а обучающий элемент никак не отражается в КТП. И поэтому иногда родители, посмотрев, скажем, на темы в электронном журнале, они не понимают, а когда детей учат, собственно, чему-либо, тому, что требуется потом на внешнем оценивании. Итак, какие реперные точки, например, я считаю, что они есть в обучении написанию итоговых сочинений. Вот на основе критериев, как пример. Итак, значит, у нас задача, чтобы дети умели создавать тезис на основе темы, сформулированной любым способом. Например, тема понятия, да, что такое дружба, темы вопроса, например, значит, как нужно строить свои жизненные планы. Тема цитаты – это когда дается цитата, готовый тезис. Что нужно делать, значит, с разными темами, как нужно формулировать тезис. Ну, например, если тема понятия, значит, надо дать определение понятию, это из 9 класса они должны знать. Если тема вопрос, то ответ на вопрос будет служить тезисом. Если тема цитата, то интерпретация данной цитаты и будет, собственно, тезисом сочинения. Итак, просто уметь давать тезис. Это первая реперная точка. Второе. Нужно, чтобы была написана тезисно-доказательная часть. У нас в итоговом сочинении это называется аргументация, точка, привлечение литературного материала, точка. Если это историк, значит, видимо, привлечение исторических фактов. Итак, значит, уметь подбирать аргументы, сопровождая примерами, иллюстрациями. То есть ссылаться на факты, на статистику, на литературные примеры. То есть то, что служит доказательством данного аргумента, его иллюстрации, его подтверждением. Ну и, собственно, сама композиция сочинения, то есть вот он тезис, вот она доказательная часть, то есть композиционное сочинение выстроенное верно. Вот, собственно, я считаю, что это главные вещи. Речевое оформление, безусловно, да, это тоже важно. Значит, фактологическая, значит, верность, это тоже важно. Но вот с этого начинается, собственно, у нас сочинение, а речевое оформление и грамотность, ну, скажем, по умолчанию они есть всегда. При устном оценивании, при письменной работе, всегда. Итак, посмотрите, мы составляем список детей нашего класса, да? Мы пишем те критерии, которые для нас важны, мы расставляем их в том порядке, какой нам кажется логичным, так? И затем, когда мы пишем работу, вот это сочинение 250 слов, скажем, в 10 классе, то мы прежде всего, наша задача не поставить отметку ребенку, а отметить, какими именно вещами он овладел. Итак, умеет ли он соответствовать критерию номер 1, критерию номер 2, критерию номер 3. Ну вот и посмотрите примеры. Итак, Иванов, он написал сочинение, которое соответствует всем 3 критериям. 3 критерия есть, он получил зачет. Петров написал работу, у него есть тезис, так, но у него нет аргументации, нет привлечения литературного материала, так, и у него тезисно-доказательная часть просто отсутствует. У него, например, может быть тезис, а дальше размышления по этому тезису, просто вот такой свободный полет мысли, в котором, собственно, отсутствует сама доказательная часть, и тем более отсутствует ссылка на литературный пример, исторические сведения, неважно. И поэтому у него балл 1 не зачет. Таким образом, по каждому, если в классе вот такая создается учителем табличка, то отсюда видно, над чем нужно работать каждому ученику. Это видно учителю, это знает ребенок, ну и при желании это может знать родитель.
То есть, где какие пробелы у каждого ребенка в подготовке к данному виду работы есть. На основе критериев, конечно, как я уже сказала ранее, может вестись учет достижений промежуточных результатов. То есть, собственно, каждый критерий – это является промежуточный результат. И поэтому, например, в обучении написанию части 2 ЕГЭ по русскому языку, то есть содержательному анализу текста, вот в моей логике сначала ребенок должен обучиться формулированию авторской позиции, то есть просто формулированию авторской позиции. Затем формулированию проблемного вопроса на основе авторской позиции. Следующий промежуточный этап – это формулирование отношения к авторской позиции и подбор аргументов, доказывающих данные отношения. И последний – это подбор примеров с пояснениями на основе смысловой связи к данной проблеме. То есть вот мне кажется, что именно такая последовательность, она как раз и важна при подготовке написания части 2. Соответственно, у того же Иванова, предположим, хорошо удается авторская позиция, хорошо умеет писать к ней свое авторское отношение, изъяснять подбор своих примеров, но, к сожалению, не умеет сформулировать проблему на данном этапе и не может ее прокомментировать. Вы, конечно, понимаете, что если у него нет К1, то он вообще с К1 по К4 не получит баллы. Но, тем не менее, если он умеет уже формулировать авторскую позицию, значит, задача, ближайшая зона развития данного ребенка – это уметь научиться, на основе авторской позиции, которая является, собственно, ответом к вопросу, сформулировать сам проблемный вопрос. То есть это не безнадежно. Петров, он умеет формулировать проблемный вопрос. Он умеет находить или формулировать авторскую позицию на данный вопрос. Он умеет формулировать отношение к авторской позиции. Но у него проблемы с комментированием. Что ж, это тоже очень хороший результат. Во-первых, потому что он здесь получит свои баллы, а именно здесь он получит 3 балла. 5 баллов, к сожалению, на данном этапе промежуточном для него недоступны. Ну и так далее. То есть будут дети, которые получат по всем, например, 4 этим этапам промежуточным, вот 4 плюса, но которые будут означать 8 баллов повышенной сложности первичных. Собственно, вот это то, что я хотела показать, как можно работать при подготовке каких-то больших таких работ, каковыми являются именно работы, развернутые ответы, эссе, сочинения. То есть то, что как раз в себе содержит достаточно много критериев. И вот в данном случае, как я написала, критериальное оценивание как раз является основой формирующего оценивания. То есть, когда ребенок смотрит на данную табличку, хорошо, если табличка – это не только учитель на презентации, а у него есть такие листы индивидуальных достижений, где по всем видам работы созданы такие таблички, и он самостоятельно ставит вот эти минусы и плюсы, это уже говорит о том, что в данном классе данным учителем реализуется формирующее оценивание. То есть ребенок знает, какие цели стоят у него именно перед ним в обучении, скажем, такой-то форме работы. То есть и здесь возможна индивидуализация, дифференциация подхода в работе с детьми. То есть не пишем все одно и то же, а ребенок один работает над написанием комментария к известному ему проблемному вопросу, другой работает над умением формулировать вопросы, ну и так далее. Принципы формирующего оценивания. Итак, во-первых, все уже учителя столкнулись с тем, что когда мы ежедневно на уроках ставим только отметки за любую деятельность ученика на уроке, а также за отсутствие таковой тоже, то есть когда ребенок вызывается к доске, не отвечает на вопрос, он тоже получает отметку. И что вот это резко снижает мотивацию и самооценку учащихся. Всем уже с этим столкнулись. Дальше.
Учитель на основании этого, по идее, должен осознать необходимость научить учащихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов. Ну, вот я это говорю, сама же перед глазами вот вижу свой 10 класс. То есть я и таблички с ними составляла, и, значит, все объясняла, как они должны видеть вот эти промежуточные этапы, как они должны видеть вот эту свою зону ближайшего развития, что, над чем им надо работать в данный момент. К сожалению, вот вроде бы и старшее звено, у них уже регулятивные навыки должны быть просто умолчанию развиты, потому что это уже достаточно взрослые дети. Но, к сожалению, не во всех классах это работает. То есть они понимают, но как инструментами этим пользоваться пока не могут. То есть вот эта обратная связь, она не работает. Учитель готов работать с табличками, он показывает, он в Excel создает вот эту вот всю деятельность вот по этим реперным точкам. Если это, предположим, тестовая часть ЕГЭ, по каждому заданию в течение 2 лет собраны все результаты, подсчитан процент выполнения, подчеркнуты там, выделены цветом слабые места учащегося при подготовке, например, выполнения к этому заданию. Но учащиеся чаще всего остаются безучастными. Вот что с этим делать? Вот поэтому я думаю, что это, конечно, должно идти из начальной школы. То есть вдруг сразу же отдельный учитель, отдельно на каком-то уровне образования, он внедрить, наверное, сможет, но если он просто супер талантливый, как-то он так сумеет их заинтересовать, что они вот на это начнут работать. Но при этом, если, конечно, не будет поддержки, значит, в той же параллели по другим предметам, я боюсь, что это просто может завянуть. И тогда вот это 4-й принцип, что учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения, он просто повиснет в воздухе. Так, какие плюсы формирующего оценивания есть? Итак, во-первых, это прежде всего, особенно для молодых начинающих учителей, да и вообще просто для учителей, позволяет четко мыслить. То есть какого результата я хочу добиться вот на этом уроке или на ближайших, предположим, вот нескольких уроках. И если я хочу научить писать какой-то, вот, например, ответ на развернутый вопрос, вот этот критериальный подход, вот эти промежуточные этапы, собственно, являются моим КТП, моим планом на ближайшие уроки. Я знаю, чего я хочу добиться, соответственно, я должна в помощь себе, вернее, не в помощь себе, а вовлечь в эту деятельность детей. Они тоже должны вместе со мной добиваться результатов на каждом промежуточном этапе. Учащиеся, когда они видят, какие именно критерии, они понимают, что значит вот это важно, это стоит балла, там, я не знаю, это приближает к достижению вот этой цели, предположим, сдачи экзамена, написанию сочинения. Дальше. Они видят, что у них получается, что нет. То есть или есть результативность в их самостоятельной подготовке, или нет. Дальше. Они наконец-то узнают, что они знают, что они умеют. Чаще всего это для них загадка. Так, как я уже и ранее сказала, формирующее обучение в школе, к сожалению, несмотря на то, что оно заявлено в наших стандартах, скорее всего, прописано в главе системы оценки достижения планируемых результатов в основных образовательных программах школы. Но тем не менее, вот пока я не вижу, что вот массово это формирующее оценивание, критериальное оценивание, оно работает. Серьезно проработана начальная школа. Конечно, я сразу оговариваюсь, им гораздо легче. 4 года один учитель работает с одним классом. И здесь просто не сравнить с тем, какая нагрузка лежит на учителях, предметниках, у которых по 1, по 2 часа, значит, на комплект класс. И у них, чтобы вот эта нагрузка была, скажем, значит, где-то 25, иногда по 30 часов бывает. Это сколько классов комплектов у них по 2 часа? По 10, по 12, по 15. Это относится к химикам, географам, к историкам. Это речь идет о сотнях детей. И вести вот эти таблицы, вот эти вот, нет, реперные точки здесь работать могут, но вести эти таблицы – это весьма, так скажем, затратный вид деятельности. И поэтому, конечно, если обучить детей в собственных интересах вести эти таблицы, это хорошо. Но для этого их надо научить этому.
нужно, чтобы они увидели полезность этого, и чтобы не учитель за них эту делал работу, а они ее делают для себя. Ну, как этого добиться? Далее, что я еще заметила? По факту, так сказать. Положение о текущем оценивании промежуточной аттестации висят на сайте каждой школы в разделе «Документы». И когда просто знакомишься с нашими школами, что у них в положении написано, так вот это формирующее оценивание там просто не упоминается. То есть текущее оценивание идет так, как шло всегда, на основе отметок. Дальше. В рабочих программах, как я уже сказала ранее, тоже не указано переход учителя на формирующее оценивание. То есть, в принципе, вы просто этого нигде не найдете следов этого. Хотя при этом это не исключает, что есть отдельные факты единичные, когда учителя работают, используя вот этот критериальный подход, вот это формирующее оценивание. Но это не стало фактом работы всей школы. Хотя это написано у нас в стандарте. И поэтому я только точно за что могу быть уверенной, те учителя, которые работают на, скажем, основной государственный экзамен математики, языковеда, на единый государственный экзамен, они, безусловно, используют вот это вот хотя бы элементы этого формирующего оценивания на основе критериального вот этого подхода. Они ведут эти экселевские таблицы, они отслеживают процент выполнения задания каждым учащимся на каждой, значит, такой диагностической работе. Они показывают родителям продвижение ребенка, скажем, с начала 10 класса и, скажем, уже вторая половина 11 класса, какой путь прошел их ребенок, с какими заданиями справляется, с какими не справляется, какие задания он выполняет с переменным успехом. Но если, скажем, это делают учителя, то я просто благодарю за то, что они это делают. Но дело в том, что я, опять же, сама, как учитель, столкнулась с тем, что чаще всего это получается, что это нужно самому учителю. То есть он видит слабые места, над которыми надо работать, какие задания в этом данном классе, значит, скажем, менее 50% выполнения. Он работает вот таким образом точно на то, что требует дополнительных усилий. Но организовать самостоятельную работу ребенка на основе этих же таблиц в Excel, когда ребенок знает, что у меня плохо получается задание такое-то, задание такое-то, задание такое-то, выходит на те платформы, на те онлайн-ресурсы, да, скажем, там Решу ЕГЭ, на ФИПИ открыт, значит, и прорабатывают именно те задания, которые нужны лично им, ну вот это, наверное, очень малый процент учащихся так работает. Поэтому пока я скажу, что это не стало массовым фактом. Дальше. Вернемся к рабочим программам учебных предметов. Тоже по роду своей деятельности я вынуждена смотреть на рабочие программы учебных предметов по разным школам, по разным муниципалитетам. Когда мы перепроверяем все российские проверочные работы, я имею в виду КРИРО, наше республиканское методическое объединение учителей русского языка и литературы. Сейчас вот мы делали перепроверку итоговых сочинений, вебинар был вот недавно. Я всегда выхожу на сайты школ, которые указаны, значит, в нашем списке, те, которые подпали под критерии необъективности, да, проверки. Я смотрю, с какими программами они работают, какие у них положения действуют, просматриваю основные образовательные программы, рабочие программы. И что вижу? Вот нет там системы оценки. Нет. И поэтому, если, предположим, ребенка никогда не оценивали по критериальному подходу, он никогда его нигде не видел. Они, вот эти критерии не висят, предположим, в классе, да, вот организация пространства, да, школьного, не висят в классе, там, я не знаю, на доске, там, критерии таких-то работ, критерии таких-то работ, шкалирование, перевод в такие-то баллы, то откуда ребенок вообще будет понимать, как ведется оценивание его деятельности, значит, при, скажем, тех же диагностических и пробных работах. И поэтому я все-таки настаиваю и постоянно об этом говорю, что в рабочих программах должно найти место 4 пункту, это система оценки по предметам.
По каждому причем предмету. Посмотрите, как много нам нужно. Итак, монологическую речь мы по умолчанию должны уметь оценивать. Верно. Дальше. Диалогическую речь. Да. Дальше. Чтение вслух. Это не только касается учителей русского языка и литературы, потому что у них устное итоговое собеседование. Извините, чтение вслух – это и на географии, и на обществознании, и на истории. На любом предмете есть чтение вслух. Дальше. Критерии оценивания подробного пересказа. Вот мы с вами смотрели фрагмент, где историк работает с детьми о том, значит, над тем, и как раз критериально пытаются оценить, значит, детей, которые пересказали параграф. Далее, критерии оценки сочинения рассуждения. Сочинение рассуждения пишется не только на уроках литературы и русского языка. Здесь только может быть объем по словам варьироваться, но само по себе сочинение рассуждения – это и есть ответ на развернутый вопрос. Далее, критерии оценивания сочинения на основе анализа исходного текста. Это когда идет работа по чужому тексту, значит, по какой-то авторской точке зрения, где можно поспорить, высказать свое отношение, привести собственную аргументацию. Я так думаю, что у нас есть и исторические какие-то работы, которые дети могут оценить, и работы по остальным. Это прежде всего какая-то критика, какие-то работы знаменитых ученых. То есть всегда есть исходные тексты в изучении любых предметов, там, где могут быть спорные какие-то оценки, спорные принципы, спорное мировоззрение, спорные утверждения. И дети могут учиться анализировать чужие тексты, адекватно оценивать чужую авторскую точку зрения, высказывать собственные отношения, вырабатывая свое критическое мышление. Дальше. У нас есть также отдельные формы работ, по которым нам федеральные критерии не даны. Но это не означает, что в системе оценки по предмету в рабочей программе они должны отсутствовать. Поэтому обычно учителям своим я говорю, вот посмотрите планируемые результаты. Посмотрите, при какими формами контроля вы собираетесь оценить вот эти результаты. Далее, подобрав форму контроля, подберите, пожалуйста, критерии. И это должно быть единые критерии для школьного методического объединения. Не должно быть так, что у Марьи Ивановны данный вид работы оценивается вот так вот, а у Марьи Петровны вот эдак. Дальше. Критерии оценки тестовых заданий базового и повышенного уровня сложности. Вы знаете, что в наших диагностических работах есть задания и базовый повышенный уровень сложности. Как построить оценку таких работ? Скажем, если ребенок выполнил только задания базового уровня, то какие отметки он может получить на таких заданиях? Если у него частичное выполнение заданий базового уровня, частичное выполнение повышенного уровня сложности, какие отметки он может получить? И если у него вообще не выполнены задания базового уровня сложности, а только решены задания повышенного уровня сложности, и такое тоже встречается, то какие отметки он может получить? Далее. Тестовые работы в формате ОГЭ и ЕГЭ мы постоянно, это вот как наш такой постоянный измеритель, и мы в течение, вот, скажем, 8-9 измеряем подготовку к ОГЭ по нашему предмету, в течение 10-11 класса измеряем подготовку к сдаче экзамена по ЕГЭ. Тоже должна быть, значит, шкала перевода баллов. Мы не можем при помощи статистической формулы, значит, у нас должна быть четкая табличка перевода школьных, вернее, этих баллов, которые получает ребенок, в обычную школьную отметку. Далее, проекты. Сейчас куда ни посмотришь, у нас везде написано, что чаще всего ведут проектной деятельностью, занимаются ею. Они сейчас в 9 классе у нас будут сдавать эти индивидуальные проекты. В 10-11 классе, значит, у нас должны быть критерии оценивания проекта. Не только как оценочной деятельности на базовом повышенном уровне, как, например, у нас в 5 по 8 класс, мы отметки не ставим. Так? Но теперь уже критерии оценки проекта должны уже перейти в фазу, когда они уже переводятся в школьные баллы. То есть в 2, 3, 4, 5. Давайте так, 3, 4, 5. Далее. Критерии самооценки предметных результатов.
самооценка, взаимооценка. Они прописаны в наших в примерных основных общеобразовательных программах. Они перекочевали в наши школьные основные общеобразовательные программы. Значит, они должны быть на уроке. Ну и критерии самооценки метапредметных результатов. Оценка сформированности универсальных учебных действий. Ведь мы реализуем программу формирования универсальных учебных действий и развития универсальных учебных действий. И по той главе, опять же, да, которая система оценки, записаны работы, которые мы должны проводить в определенных параллелях, скажем, в 5, там, 7, 9 классе. Есть какая-то последовательность, потому что это обычно очень затратные виды работы. И, конечно, должна быть критериальная оценка. То есть вот эти вещи, они должны быть в рабочих программах. Они должны быть согласованы на уровне школы. То есть не должно быть здесь вот этой самости, вот я хочу так оценивать, вот по такой системе оценки. Иначе тогда будет нехорошо. Все-таки мы, все предметники со всеми своими рабочими программами, находимся где? Правильно, в содержании основной общеобразовательной программы. А там не должно быть вот этого разногласия по поводу оценивания. Оно должно быть общим. Так, ну что ж, на данный момент я сказала то, что я хотела. Может быть, что-то прозвучало несколько печально, какие-то сведения. И я буду очень рада услышать, что нет, Татьяна Петровна, вы неверно осведомлены. В нашей школе реализуется на всех уровнях образования, во всех классах, комплектах, формирующие оценивание. Мы активно используем критериальный подход, данный нам федералами, в своей ежедневной контрольно-оценочной деятельности. Вы знаете, я тогда вот скажу спасибо за хорошие новости. Ну, а теперь давайте мы с вами послушаем Ирину Анатольевну Ульянову. Это учитель начальной школы нашей Сыктывкарской школы номер 36. Она кандидат педагогических наук, и поэтому у нее очень будет хорошая такая полноценная выступление по формирующему оцениванию на уровне начальной школы. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих встреч. День, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на семинаре, и наше выступление будет посвящено теме формирующее оценивание. Если в нескольких словах выразить суть моего выступления, то оно как нельзя больше подойдет к лозунгу сформированного английской системой образования. Возьми в свои руки контроль над своим обучением. Зачастую педагоги, предполагающие, что ученики выучили то, что они пытались им преподать, проведя контрольные работы, часто испытывают разочарование, убедившись в том, что это совсем не так. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы школьники могли более успешно учиться, учителя более эффективно преподавать и получить информацию о том, насколько успешно учится его ученик. Для этого нужно сделать так, чтобы обеспечить ученику доступ к оцениванию. То есть учитель должен поделиться с учеником инструментами оценивания, раскрыть ему критерии, по которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами оценивания в своих интересах. То есть создать такие условия, которые позволяют ребенку диагностировать, как идет процесс обучения. Это позволяет сделать формирующее оценивание. Поскольку процесс обучения на начальной и промежуточной стадии обычно не оценивается, формируется только конечная оценка и итог работы. А формирующее оценивание как раз и позволяет сделать этот процесс более наглядным, более понятным и для учителя, и для учащихся. Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь учитель-ученик. Основная цель данного вида оценивания – мотивировать учащегося на планирование целей и пути достижения образовательных результатов, то есть на дальнейшее обучение и развитие. Ведь оценивается личный прогресс ребенка в обучении. Тогда как суммирующее оценивание производится с целью установления соответствия знаний учащихся нормам и требованиям стандартов обучения и констатирует факт обученности учащихся. Давайте сравним по некоторым показателям формирующее и суммирующее оценивание.
Итак, по цели формирующее оценивание предполагает определение новых путей и форм обучения, исправление ошибок учащихся и обеспечение обратной связи учителя с учащимися. Тогда как суммирующее оценивание определяет соответствие знаний учащихся нормам и требованиям стандартов, констатирует факт обученности учащихся, то есть достиг он определенного эталона или нет. Другой показатель – это то, что подвергается анализу. Данные результаты в формирующем оценивании сравниваются с предыдущими результатами учащегося, тогда как в формирующем оценивании результаты сравниваются со стандартами, со среднестатистическими результатами и так далее. Еще один показатель – это шкала, которая позволяет оценить работу. Шкала в формирующем оценивании разрабатывается учителем. Это может быть бальная или словесная форма, а также может использоваться безотметочная система обучения. В суммирующем оценивании используется общепринятая бальная шкала оценивания. Критерии. По критериям, которые разрабатывает учитель или группа учителей, учащиеся оценивают свою работу. Это возможно сделать и совместно с учащимися, тогда как в суммирующем оценивании единые критерии оценки, которые не подвергаются какой-либо коррекции. По периодичности оценивания мы можем определить, что учитель в зависимости от потребностей учащихся проводит различные виды работ, и эти работы подвергаются оцениванию, возможно, и несколько раз в течение урока. То есть процесс формирующего оценивания непрерывен. Он проводится не только по итогам и в процессе изучения определенной темы или раздела, а достижения учащихся рассматриваются в динамике, то есть результаты данного оценивания сравниваются с предыдущими результатами ученика. Тогда как по суммирующему оцениванию, по итогам прохождения тем, блоков, модулей, курсов и по окончании периодов обучения проводится срезовая работа. Кто будут участники образовательного процесса в формирующем оценивании? Это и учитель, и учащиеся, которые оценивают работу как самостоятельно, то есть производится самооценка, или происходит взаимооценка работы. Во время суммирующего оценивания работу оценивает администрация образовательного учреждения или контролирующие органы. Как фиксируются результаты? Если это суммарное оценивание, то это официальные документы, результаты административных работ, журналы. Если же это формирующее оценивание, то фиксация результатов может быть представлена по-разному: на листах наблюдения, в виртуальном пространстве, а также в портфолио учащихся. Как же нужно сделать так образовательный процесс, где учитель и учащихся будет приносить успешность как учителю, так и ученикам? Нужно направить процесс на образование смыслов, то есть установление учащимися связи между целью и мотивом деятельности, между результатом учения и тем, ради чего оно осуществляется. Давайте попробуем разобраться в особенностях такой деятельности. Отечественные ученые Ирина Самуиловна Фишман и Галина Борисовна Голуб предлагают следующий план работы. Необходимо определить планируемые результаты обучения учащихся, далее организовать деятельность учащихся по достижению планируемого результата, ну и, наконец, создать обратную связь для контроля процесса достижения учащимися поставленных образовательных целей. Делается с помощью заданий, цель которых не только проверить уровень знаний и умений учащихся, сколько выявить проблемы, возникающие в процессе обучения у каждого ученика. Результаты проведенного оценивания сразу же должны быть доступны для учителя и для ученика. Учитель и ученик будут иметь возможность по результатам оценивания планировать определенные действия, направленные на повышение качества знаний. Наиболее эффективным для организации такой деятельности, на мой взгляд, является систематическое проведение уроков рефлексии, где нет никаких отметок, только самооценка на основе самоконтроля. Такая работа проводится с 1 класса. Посмотрим фрагмент урока, на котором учащиеся учатся в 1 классе в октябре выполнять именно такую работу. Оля получает задание, да? Дальше проверяет. Итак, у кого в задании номер 2 плюсы? Хорошо. Дальше следующее задание. Проверяем только первую строчку. Там мы что делали с числами? Что делали? Например, складывали или вычитали. Там примеры одного вида.
первой строчке какие числа, что с ними делали, Саша Скорик? Складывали или вычитали? Значит, умение складывать проверяем у себя. Умение складывать числа. Проверяем. Первое число плюс, если такой же ответ. Второй пример плюс, если такой же ответ. Третий пример плюс, если такой же ответ. Теперь в таблице фиксируем свой результат. Смотрим. Итак, если... Итак, вы увидели, что учащиеся, выполнив самостоятельную работу номер 1, обнаружили в ходе самопроверки свои достижения, а также некоторые из них обнаружили пробелы в знаниях и умениях. Для фиксации этих результатов используется таблица достижений. После самопроверки и обсуждения полученных результатов каждый учащийся уже по типу собственных ошибок выполняет индивидуальные задания коррекционного вида, которые, как вы видели, они получают индивидуально по типу ошибок, которые обнаружили. Проводится индивидуальная коррекционная работа. А затем дети выполняют самостоятельную работу номер 2, где делают только те задания, которые отрабатывали, и сразу же имеют возможность проверить и зафиксировать полученный результат в этой же таблице, то есть сравнить его с предыдущим и определить, достигнута цель или надо еще тренироваться. Поскольку отметок нет, то стрессообразующий фактор отсутствует. Это возможно переориентировать деятельность с результата, отметки, на процесс познания и достижения запланированного личного результата ребенка. Учащийся имеет возможность предъявить свои знания и умения на отметку тогда, когда будет готов к этому. Если такую работу начать с 1 класса, то постепенно учащиеся осваивают умение проверять работу и осознанно определять собственную образовательную траекторию как на отдельном уроке, так и в целом при изучении тем, разделов. Соответственно, время на обсуждение технических моментов, как то запись, куда писать, что проверяли, это время сокращается. Появляется время для качественной проработки материала тем, кто получил затруднения при выполнении работы, а также выполнить продуктивные творческие задания тем учащимся, которые тему усвоили. При этом, если ошибок разного вида несколько, то ученик может сам определить, что он будет тренировать сейчас, что потом, то есть появляются индивидуальные образовательные траектории. Вторым способом организации деятельности с использованием формирующего оценивания является портфолио. Это технология, позволяющая демонстрировать усилия, прогресс, достижения учащегося в одной и более областях. В портфолио учащиеся накапливают предметные и надпредметные достижения. При этом очень важно отметить, что достижением считается не идеально выполненная работа, а работа, в которой ребенок увидит свою положительную динамику освоения им учебного и надпредметного материала. В портфолио помещаются сводные таблицы, например, анализ проверочных, контрольных работ, каких-то комплексных работ и так далее, которые ребенок в течение всего учебного года заполняет и фиксирует итоговые результаты освоения материала. В этих таблицах наглядно отражается то, как ребенком усвоен учебный материал, есть динамика или стабильно высокий результат после коррекционной работы, есть он или нет. Например, таблица результатов диктанта может рассказать учащемуся, из чего складывается его отметка. Написание какого вида орфограмм усвоено, что нужно закрепить, а после анализа следующего диктанта отследить эффективность проделанной работы. На основе сравнения результатов определяются новые образовательные ориентиры. То есть, даже если у учащегося результат не удовлетворительный или недостаточно хороший с точки зрения учащегося, как видно из этой таблицы, то ребенок видит, что все-таки его усилия не напрасны. Например, ошибок в общем количестве стало меньше, и это повышает также учебную мотивацию, помогает даже в море ошибок найти островок успешности. Учитель подбирает работу для детей для индивидуальной проработки этих заданий, и они уже целенаправленно работают над освоением материала, который был не усвоен. А также учитель предлагает индивидуальные домашние задания. Конечно, на первых порах такая работа учителя времязатратна, но постепенно накапливается банк заданий, достаточно только выбрать то, которое необходимо в данный момент времени. Таким образом, учащийся имеет возможность получать адекватную информацию о своих достижениях и, следовательно, может планировать результат, который он собирается достичь в процессе обучения. И резюмируя вышесказанное, давайте определимся. Итак, формирующее оценивание. Кто является
оценивающим. Это и учитель, и учащийся, то есть человек, находящийся внутри процесса обучения тестируемых учащихся. Затем, зачем производится фиксирование результатов? Оно призвано выявлять пробелы в освоении учащимся содержания образования с тем, чтобы восполнить его с максимальной для данного учащегося эффективностью. Для кого осуществляется это оценивание? Оно ориентировано как раз на конкретно взятого учащегося, который принимает участие в образовательном процессе. Как осуществляется это оценивание? Что же сравнивается? Оно осуществляется на основе определения индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнение результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения испытуемых. Такое оценивание позволяет связать оценку с индивидуальным приращением образовательных результатов, фиксирует внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учебной деятельности ученика, дает им информацию, как корректировать учебный процесс. Обучение становится информативным, мотивирующим, успешным для каждого ребенка, дает понимание того, что усилия не напрасны. Ученики представляют, что такое результат обучения, на каком этапе они находятся, оценивают точность выполненных действий или операций, а также корректируют при необходимости и понимают, когда результат планируемый для них достигнут. Итак, подводя итог, посмотрим, что же получает учитель в результате применения в своей деятельности формирующего оценивания. Учитель может четко сформулировать образовательный результат, проверить понимание учащихся, того материала, который они изучают, оценить владение этим материалом, поощрить самостоятельность и взаимодействие, сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности, также выявить интересы каждого ребенка. Учащийся при этом может понять, что же важно было для него в ходе обучения, может научиться на своих ошибках, может понять, что получается, а что нет, может обнаружить, что он умеет делать, а над чем нужно тренироваться. Также он понимает, какие цели и критерии предъявляются для проверки работ. В центре внимания то, как ученики приобретают знания. К какому результату мы придем, формируя умение оценивать себя с помощью сравнения результатов? В плане освоения стандартов мы обеспечиваем освоение стандартов всеми учащимися в наиболее комфортных для каждого ребенка условиях. В плане достижения планируемых результатов мы максимально позволяем приблизиться каждому учащемуся к запланированному им результату. В плане формирования самооценки происходит формирование оценочной самостоятельности учащихся. В плане становления адекватности самооценки формируется адекватная самооценка. И если мы говорим о том, что же у нас происходит в результате этого процесса, то оценка такого плана активизирует и оптимизирует процесс обучения для конкретно взятого учащегося, отражает все образовательные достижения, развивает способность к само- и взаимооценке, помогает улучшить результат, мотивацию. И в центре внимания у нас находится именно ученик и процесс познания. Если говорить о том, как же можем определить, насколько эффективно это оценивание, чтобы не быть голословным, я могу вам просто продемонстрировать результаты выполнения всероссийской проверочной работы учащимися моего 4 класса. Здесь вы видите результаты выполнения заданий по русскому языку. Это результаты контрольной работы по математике и по окружающему миру. Как вы можете видеть, что действительно результат, который мы можем получить в ходе использования формирующего оценивания, достаточно впечатляющий. Поэтому такое оценивание как раз помогает учащимся взять в свои руки контроль над своим обучением, а значит повысить качество и процесса обучения. Спасибо за внимание.